На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. В Набережных Челнах очередное нападение на фельдшеров. Начал просто пинать ногами. Куда попало? Как уберечь медиков от пациентов, знает Лейсан Сабирова. Звезды не вечны. Даже людьми назвать сложно, потому что это для них, значит, ничего святого нет. Куда пропали звезды с казанского аналога Голливудской аллеи, узнавал Рамиль Шайдуллин. Казанские поселки, не видевшие дорог. Здесь нет дорог, здесь просто направление. По проселочным ямам и колдобинам проехалась Альбина Минибаева. Благодарность делом. И временные рамки, чтобы этот подарок был вручен своевременно. Что еще ждет ветеранов в 2017 году? Адель Хламид. Алабуга – лучшая региональная практика по работе с инвесторами. Такую высокую оценку Татарстанской особой экономической зоне дал министр России по вопросам открытого правительства. Михаил Абызов в сопровождении Рустама Минниханова сегодня оценил проекты выпускников корпоративного университета Алабуги. Что порекомендовали взять на карандаш всей России, расскажет Александра Севастьянова. Мой проект посвящен новой кадровой политике. 25 студентов корпоративного вуза отобрали из 1600 претендентов. 3 месяца они изучали опыт создания российских и зарубежных компаний, анализировали бизнес-кейсы, рассматривали реализацию промышленных проектов. Сегодня экзамен представляют итоговые проекты. Среди участников Нияз Мухамедзянов предложил новый концепт кадровой политики Алабуги. Очень радует то, что удается пообщаться не только с людьми, которые преподают теорию, но и с людьми, которые на практике знают свое дело и, собственно, передают опыт из первых рук. Производить меламин для древесных плит на основе сырья завода «Амоний» предложила Алия Минибаева. Большую часть продукта экспортировать на внутренний рынок. Презентацию встретили аплодисментами. Алабуга должна быть там, где она реально востребована бизнесом. Спасибо. Формат обучения в корпоративном университете Михаил Абызов оценил положительно и призвал проецировать такие подходы в работе с инвесторами на другие регионы. То, что происходит в Татарстане и в Алабуге, сроки строительства, подход к организации работы. Мало где встретишь, и это лучшее, наверное, самое лучшее на сегодняшний день региональной практики по работе с инвестором. Министр предложил развивать площадку и выходить на новый этап. Алабуга – это прекрасная площадка, где вы можете получить те навыки, которые вам пригодятся. То есть учиться еще одно, а другое дело уже показать себя, находиться с теми людьми, которые реализовали большие проекты. Это очень важно. Сейчас треть выпускников остаются работать в самой Алабуге. Еще треть по итогам обучения получили повышение в своих компаниях. В этом году планируется предложить работу здесь же 11 выпускникам. Также есть предложения от резидентов. Я бы сказал, что вот этот проект мы должны каким-то образом тиражировать, может быть, и в рамках госслужбы, находить новые стимулы. Федеральные гости оценили не только интеллектуальный, но и материальный потенциал Татарстана. Так, Михаил Абызов опробовал автомобиль, собранный на территории Алабуги. Фотографии поделился Рустам Минниханов на странице в Инстаграм. Александр Севастьянов, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Алабуга. С участием российского министра Михаила Абызова сегодня в Казани обсуждали, как усовершенствовать федеральное законодательство. Говорили, как улучшить контроль за бизнесом, так, чтобы и предпринимателям работалось легче, и при этом государство не было в накладе. С чем сейчас приходится сталкиваться на практике и какие предложения могут лечь на бумагу, узнал Дмитрий Аринин. Каким должен быть государственный контроль за работой юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сейчас гласит 294-й федеральный закон. При этом в последние годы в стране взят курс на снижение административной нагрузки на бизнес. И в русле этого о контроле и надзоре зреет проект нового федерального закона. Описаны нормативным языком так, что в них, что называется, без бутылки не разберешься, и они запутаны, и многие из которых противоречивые. Изменения в законах сейчас готовят с помощью публичных обсуждений с участием всех заинтересованных сторон. Главное, как говорят, нужно избавиться от избыточных проверок и сделать их прозрачными.
Неоднократно подчеркивалось, что сокращение издержек бизнеса, связанных с исключением избыточных требований, является сейчас одним из немногих реальных факторов оживления экономики и улучшения деловой среды. Сейчас наша самая главная задача – это профилактика, снижение травматизма и снижение смертности на производстве. Как в свою очередь отметил Рустам Минниханов, в реформах кардинально менять систему не стоит. Так сейчас контрольно-надзорный механизм в республике работает успешно. У нас есть прокурор, в каждом районе есть прокурор. Если кто-то не дорабатывает, он должен сделать соответствующий сигнал. А так, я думаю, что не надо ничего придумывать. И такой опыт республики отмечают и федеральные руководители. Самое главное, что для Татарстана диалог с предпринимателями – это никакая не диковинка и не новинка, а то, что является уже частью культуры взаимодействия государственного аппарата и бизнеса. И здесь Татарстан впереди, наверное, многих регионов. Проводя такие встречи, принимая предложения, проект федерального закона о контроле и надзоре будут еще дорабатывать. Ожидается, что в Госдуму для рассмотрения он поступит осенью. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Помощь понадобилась врачам скорой помощи. В Набережных Челнах очередное нападение на фельдшеров. Инцидент произошел на выезде, когда бригада приехала в 18-й комплекс нового города. Подробности далее. В этот день даже было желание заявление написать в улице. Фельдшер скорой помощи Лейсан Кохан до сих пор находится в шоке. Обычный вызов к 50-летнему мужчине закончился травмами сразу 2 фельдшеров. Бригада врачей была на месте спустя 13 минут после звонка. Пациент находился в алкогольном опьянении. Его осмотрели, но когда начали оформлять бумаги, повел себя неадекватно. Дали документ подписать. У нас согласие на осмотр подписываем. С этого момента он начал себя очень агрессивно вести, издеваться. При моей попытке забрать нашу медицинскую документацию, начал просто пинать ногами. Куда попало. За все годы работы им впервые понадобилась помощь самим. У одной гематома руки, у другой ушиб грудной клетки. А к мужчине приехала уже полиция. В настоящее время мужчина задержан. Его деяниям дается юридическая оценка, то есть выбирается, по какому законодательству он будет наказан, по уголовному или по административному. У горе-пациента уже есть печальный опыт. 10 лет назад мужчина был осужден по статье «Оскорбление сотрудника при исполнении». В Татарстане же нападения на медиков становятся регулярными. В выходные дни нагрузка на скорую помощь, конечно, увеличивается, потому что не работают поликлиники, люди отдыхают с приемом спиртных напитков. Это их провоцирует на разные и обострения заболеваний каких-то внутренних, и на какие-то агрессивные действия. Жертвы невидимого фронта с начала года – это уже 8-й случай только в Автограде. Буквально месяц назад во время осмотра 5-месячной девочки фельдшер получила удар в спину ножом от пьяной тети ребенка. А на прошлой неделе в Нижнекамске компания молодых вызвала скорую. А молодой человек, который еще несколько минут назад лежал без сознания, пытался ударить фельдшера. Буйный пациент повредил медицинское оборудование. 13 случаев нападения за 4 месяца. Медики требуют ужесточения Уголовного кодекса, ввести понятие противодействия оказанию медпомощи. Позади несколько чтений в Госдуме, положительная оценка Верховного суда. Однако пока печальная статистика продолжает расти. Лейсан Сабирова, Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин, Андрей Буслаков, ТНВ, Набережные Челны. Отпустили домой. Сегодня Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения Хайдара Халиуллина, президента Ассоциации малого и среднего бизнеса республики. Напомним, Вахитовский районный суд Казани 14 апреля отправил его в СИЗО до 12 июня. Хайдар Халиуллин обвиняется по 2 статьям. Свою вину он не признает. Сегодня, выступая перед судом, Хайдар Халиуллин снова говорил о своей невиновности. По словам обвиняемого, он взяток не брал и деньги не получал. Суд, выслушав все стороны, вынес решение изменить меру пресечения. В день своего рождения Хайдара Халиуллина отпустили под домашний арест. Я был уверен, что справедливость восторжествует. Я очень рад своего подзащитного. Дело в том, что сегодня у него, я уже говорил, день рождения, 63 года. И вот это вот решение, в общем-то, соответствует.
Одним ремонт, другим круиз, а кому-то квартира. Какую помощь оказывают ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня рассказали в Доме правительства. В Татарстане ветеранов более 55 тысяч. 19 тысяч уже получили квартиры. В этом году ключи вручат еще 126. Чем еще порадует ветеранов, расскажет Аделя Коломиец. Сажаем картошку. Вот до Дня Победы чего-нибудь там наши шляхны шли, да, у нас там шляхны бітіргеш, круизға китабы деревни кенче, майда. В свои 93 ветеран Великой Отечественной живет в свое удовольствие, когда, как не сейчас, радоваться жизни. Молодости, говорит Касым Салимгараев, практически не было. В 18 забрали на фронт, воевал на Курской дуге, был ранен. В марте Курск взяли, Воронеж взяли, там на Западный фронт попали. Значит, это у нас назывался Центральный фронт, командующий был Рокоссовский. Сейчас Касым Салимгараев старается чаще путешествовать. В этом году его ждет теплоходный круиз до Москвы бесплатно. В 7-дневное путешествие отправятся еще 99 ветеранов Татарстана. Об этом сегодня рассказали на брифинге. А тех, кому надо поправить здоровье, ждут в поликлиниках. Все наши ветераны могут воспользоваться правом на бесплатное зубослухопротезирование. 126 ветеранов в этом году получат квартиры. За последние годы отметивших новоселье достигло 19 тысяч. Не только помощь в преддверии, но и активное вовлечение в празднование самого Дня Победы. Ветеранов с портретами ждут на шествии бессмертного полка. Для этого по всей республике маршруты сделали удобными. Понимаем, что этот маршрут можно было бы и очень сделать длинным, но у нас в колоннах принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, те, кто сегодня очень бравые и активные. Есть у нас такие, и замечательно, что они сегодня в колонии, в рядах вместе со всеми. Цены на изготовление портретов, кстати, будут минимальными. Такое решение принято на правительственном уровне, вопрос будут контролировать. Традиционно за день до празднования Дня Победы в Театре оперы и балета состоится встреча президента Татарстана с ветеранами. Готовится концертная программа, в основу которой легли 650 архивных историй героев, уроженцев Татарстана. До 9 мая все ветераны также получат подарочные продуктовые наборы и праздничные открытки. Адель Коломиец, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Аллея звезд теряет прописчиков. На достопримечательности улицы Баумана пропали имена двух национальных звезд – Муниры Булатовой и Альфии Авзаловой. Казанская аллея славы была ответом на голливудскую. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Но кому нужно, чтобы они исчезали? Узнал Рамиль Шайдулин. Улица Баумана по-своему уникальна. Если ночью звезды видно, стоит взглянуть на небо, то днем, посмотрев под ноги, здесь звезды первой величины. В 2003-м в Латуни увековечили имена мэтров татарской музыки. Выбор был прост. Ильхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Мунира Булатова и Альфия Авзалова стояли у истоков татарской эстрады, Салават Фатхетдинов и Хания Фархи. С успехом продолжили начатое. Но кто-то историю подпортил. Узнаваемые звезды, выдрав с корнем. Из 6 некогда заложенных осталось только 4. Пропали звезды Альфии Авзаловой и Муниры Булатовой. Но если приглядеться, унести можно было и больше. Вот звезде Хании Фархи просто повезло. Закрепленных звезд осталось только 3, остальные сорваны или под угрозой срыва. Так чьими-то силами городская достопримечательность осталась целой только наполовину. Прикоснуться к памяти таких великих людей, которые войдут в великую историю татарского народа, и осквернить это просто... исключительно безобразный совершенно вандализм. Я помню, что она была довольно разбитая на самом деле уже, когда последние... Но она все-таки была. Айрат Бикбулатов – внучатый племянник легенды театра оперы имени Мусы Джалиля Муниры Булатовой. О ней звезда напоминала не только родственникам, но и ценителям творчества. Сегодня от имени лишь мокрое место. Это единственное место, которое мы знали, по крайней мере, которое было известно всем горожанам, где было действительно увековечено имя Муниры Булатовой. Подозрения Айрата на вандалов. Они уже портили памятник Карлу Фурксу и благотворителю у Кремля. Так почему и не звезды? Эту версию перечеркивает исполком. С открытия ответственные за аллею. В процессе зимней уборки спецтехникой, вероятнее всего. Потому что, я думаю, что если бы там были вандалы, то они, наверное, демонтировали бы там, украли бы все. Если их нет, значит, мы их восстановим. В этом году деньги, так сказать, запланированы и предусмотрены в бюджете. Создание аллеи, как ответ аллеи славы в Америке, в 2003-м инициировал Салават. За вклад в эстраду 90-х в ней нашло место и его имя. Кто же знал, что аналог голливудской аллеи не дождется хэппи-энда? Будем надеяться, что это ошибка, кто чистит дороги. Неграмотные работники. Это еще более-менее смягчает ситуацию. Если вандализм
значит, мы докатились уже. Пока же гостям столицы и родственникам остается только надеяться, чтоб сошлись не только звезды, но и планы исполкома города. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем речь пойдет далее. Правила новые, а привычки старые. Было принято решение изменить организацию дорожного движения путем ликвидации левых поворотов. Как меняются правила переезда перекрестков в Казани? Салават Мухаммадуллин. Пасха для усопших. Вы скажите, пусть коротко, пусть своими словами, но от души. Я говорю: здравствуй, мама. В православии сегодня празднуют Радоницу. Об этом Александр Севастьянова. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда России госсоветнику Республики Минтимиру Шаймиеву. Награда вручается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. На сегодня таким званием могут похвастаться лишь 20 россиян. Синхронизировать стратегию 2030 и реализацию госпрограмм. Об этом говорили сегодня в Кабинете министров республики. Обсудили, как министерствам и ведомствам выполняют госзадания по оценке качества жизни населения. Обозначили вопросы, от которых напрямую зависит эффективность деятельности органов власти, объем финансов и достижение показателей. Миллионная тонна со дня начала производства галобутилового каучука на днях была получена на Нижнекамск нефтехимии. Юбилейный брикет на конвейере вместе с заводчанами встречала и наша съемочная группа. Выпуск первого в России галобутилкаучука начался в 2004 году именно на Нижнекамск нефтехимии. Первоначальная мощность производства составляла 30 тысяч тонн в год. За 13 лет постоянно велась модернизация, реконструкция и наращивание производства. В 2016 году объемы выпускаемой продукции выросли уже до 134 тысяч тонн в год. Когда завод пускался, были довольно-таки примитивные условия труда. Если у нас раньше все процессы велись на системе старт, это пневматика, сейчас уже у нас везде микропроцессорная техника. Сегодня почти 97% галобутилкаучуков экспортируются. Основной их потребитель – шинная промышленность. Из них получаются экологически чистые и прочные автомобильные шины. ГБК хорошо используют в своем производстве такие мировые лидеры, как Мишлен, Гудьер, Пирелли, Континенталь, Бриджстоун. Также этот вид каучука используется в медицинской промышленности и строительстве. Машина у нас автоматизирована, здесь больше электроники. Наша работа – следить за качеством продукции. Это качество продукции, это лицо нашего завода. Акционерное общество Нижнекамск нефтехим и в дальнейшем будет вести работу над повышением качества своей продукции. Помощь в разрешении семейного спора, а также с предоставлением жилья. Сегодня в общественной приемной президента России по Татарстану прошел прием граждан. Принимал депутат Госсовета Рауиль Рахматуллин. Личные приемы помогают людям разрешить вопросы. Об этом говорит и статистика. В прошлом году в приемную поступило более 1500 обращений. С начала этого года уже почти 400. В разные дни здесь принимают руководители различных ведомств, депутаты, адвокаты, нотариусы. В приемную президента России можно обращаться с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. У нас есть график приема руководителей министерств и ведомств и также время приема наших сотрудников. Это вторник, четверг с 10 до 16 часов. Помимо этого можно обращаться 24 часа, 7 дней в неделю в интернет-приемную. Поворот налево снова под запретом. В Казани на перекрестке улиц Тунакова и Волгоградской установили знак «Только направо». Водители в растерянности. За пару дней привычную дорогу закрыли бордюром. Теперь для поворота нужно переехать дополнительные сотни метров. Почему казанские автолюбители повороты налево уже заносят в Красную книгу? И где еще ждать изменений, узнал Салават Мухаммадуллин. Перекресток Волгоградской и Тунакова представляется в новом свете. Водителям, подъезжающим со стороны Восстания, проскочить напрямую и повернуть налево теперь не удастся. Дорога здесь только направо, в направлении декабристов. Машинам, которые едут обратно в сторону Ибрагимова, поворот здесь тоже нынче недоступен. Виной всему сами водители. Только за прошлый год на перекрестке было 3 наезда на пешеходов, в одном из которых погиб человек. Количество обычных ДТП здесь и того зашкаливает. По решению районной комиссии безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации ДТП на данном перекрестке было принято решение изменить организацию дорожного движения путем ликвидации левых поворотов. Участники движения новые правила проезда встретили по-разному. Что пешеходам в радость, то неудобство для водителей. Раньше Тунакова можно было сразу на Волгоградскую повернуть, сейчас надо разворачиваться, ехать очень далеко. Кажется, нормально, наоборот. Нормально. Хорошо.
И пускай разворачиваются. Нужно доезжать до декабристов, разворачиваться и опять туда уходить. Ну, я думаю, это как бы неправильно. Здесь сейчас облегчение для водителей автобусов и в первую очередь для пешеходов. Так или иначе, новые правила вводятся для безопасности всех участников движения. По этой же причине сейчас в планах исполкома Казани запретить повороты налево по улице Кремлевской и исключить этот маневр на пересечении улиц Волкова и Лисгафта. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Поселковые улицы, где не ступала нога дорожников. Общероссийский народный фронт оценил состояние дорожного полотна пригорода Казани. Стоит отъехать от центра на несколько километров, и начинаются колдобины, ямы, а где-то и вовсе нет асфальта. Какие районы столицы попали в антирейтинг ОНФ? Смотрите в выпуске в 21:30. У православных сегодня Радоница, день поминовения усопших. В этот день по традиции верующие молятся в храмах об ушедших близких и посещают кладбище. Александра Севастьянова о том, каким традициям, по мнению священнослужителей, стоит следовать, а каких нужно забыть. Вчерашний дождь сегодня сменился ярким солнцем. С раннего утра на Арском кладбище непривычно людно. Радоницу принято отмечать во вторник, на 9-й день после Пасхи. Начинать праздник принято в церкви. Здесь надо помолиться и передать священнослужителям записку с именем, чтобы почтить память усопших. Голгофский крест. Именно здесь верующие в этот день оставляют свечи. Действо – одна из важнейших частей поминального обряда. Следом на кладбище, чтобы вспомнить. Вы скажите, пусть коротко, пусть своими словами, но от души. Я говорю: здравствуй, мама. Сейчас вот видите у меня... Александр Закамский на могилу матери приходит часто. В этот день он не убирается. Говорит, в праздник не положено. Сегодня только общение. Некоторые говорят, что на кладбище ходить это печально. Я говорю: нет, у меня никакой печали нет. Я прихожу как в гости. Я еще после нее прихожу к Девятаеву. Там говорю: слава героям. Вот так вот. Прийти одобряется, а вот еду приносить не рекомендуется. Почти на каждой могиле пасхальные яйца, печенье, конфеты. Но эту привычку священнослужители называют отголоском язычества. Усопшие уж как мы поминаем за столом, обычно, если так уж так, как за общей трапезы, а на кладбище гладить там кто же будет? Это только птица растаскивать, да крысы будут уносить все. Зато цветы – другое дело. Среди искусственных венков самые ходовые за 300-400 рублей. Спрос и на живые красные гвоздики. Гвоздички по 50 рублей. Хризантемки есть по 50, по 100 рублей. Очень хорошо берут, сегодня праздник. За 3 часа продали почти 300 гвоздик, говорит Татьяна Титова. Рядом с ней не конкурент, а скорее ассортимент. Пихтовые веточки от другого поставщика из Мариэл. Сколько стоит вот такая красивая пихтовая веточка? 50 рублей. Вы сами собирали? Да, сама собирала, сама делаю. Кажется, в столь светлый праздник и люди, пришедшие на кладбище, становятся добрее и уступчивее. Сотрудники ДПС докладывают, несмотря на сильные пробки, происшествий на участке нет. Александра Севастьянова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Далее в эфире программа «Вызов 112». 3 кражи за 2,5 часа. Полицейские ищут подозреваемых в серийном воровстве. Все подробности через несколько минут. Сейчас о спорте и прогноз погоды на завтра. И мы с вами увидимся в 21:30. До встречи на ТНВ. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в КанАвто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 тысяч рублей. КанАвто. Решающий матч проводит сегодня «Зенит». Команда выступает. Лидер – это тот, за кем идут другие. Только команда в спорте или на производстве способна прийти к победе. «Казань-Оргсинтез». Химия успеха. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Весна пришла, все тайное стало явным. Выходите на улицу, в парки и скверы, берите инструменты, давайте уберем за зимой. Эковесна 2017. Весна пришла, и вы приходите. Йоу,
Самый рэповый, самый закрученный. Что делает любую тусу круче, а? Самый бодрый, самый уматный. Прокачан тем, что реально шоколадный. Просто он легче, вкуснее и слаще. Просто он мощный и настоящий. Умка прокачана шоколадом. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Чай Ричард, Роял Эрл Грей, 100 пакетиков, 179 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» открыл свои двери в Казани. Принимаем сбережения на выгодных условиях до 21% годовых. Ждем вас по адресу Чистопольская, 55. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто 512 12 12. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Начнем с хоккея. Игроки Акбарса в ожидании своей дальнейшей судьбы в клубе. У многих 30 апреля истекают контракты. Однако некоторые барсы будущее уже определили. Клуб продлил соглашение с нападающим Денисом Голубевым на 2 года и с защитником Михаилом Сидоровым. Новый контракт рассчитан на 3 года. В минувшем сезоне Сидоров провел в составе Акбарса 49 матчей, в которых набрал 7 очков. А вот другой Михаил Варнаков с Казанью прощается. Хоккейный клуб расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. За Акбарс Варнаков провел 264 матча, в которых набрал 121 очко. Всего в составе казанского клуба нападающий отыграл 4 сезона. По остальным игрокам, чьи контракты завершаются в этом году, станет известно после 30 апреля. Всегда что-то не хватает или хватает. Можно по-разному думать, знаете, что можно было бы сыграть и лучше, можно было бы и хуже, поэтому... Я вообще не любитель, честно, оценивать что-то, поэтому пускай оценивают кто-то другой. Продолжаем тему. В Чехии завершился чемпионат мира по хоккею среди команд полицейских. Россию на турнире, напомним, представили 2 коллектива – Москва и Казань. Именно наши ребята вели борьбу за главный трофей. Команда силовиков «Динамо МВД» уверенно дошла до финала, переиграв хозяев турнира чешских полицейских. Москвичи, в свою очередь, в полуфинале смогли переиграть австрийскую команду. Решающая битва получилась упорной и не очень результативной. С минимальным счетом 2-1 Москва оказалась сильнее. Татарстанские «Динамовцы» получили серебряные медали. В активе наших ребят уже были чемпионства в этом международном турнире. Серебро нынешнего розыгрыша также хороший результат. И к другим темам. Прокуроры Приволжского федерального округа на одной площадке. В Казани состоялся 13-й открытый турнир по мини-футболу на Кубок прокурора Республики Татарстан. По традиции, перед началом футбольного турнира Ильдус Нафиков нанес символический удар по мячу. Матчи проходили одновременно на 2 площадках, а команды были разделены на 2 подгруппы. По итогам группового турнира в полуфинал вышли представители Татарстана, Мордовии, Санкт-Петербурга и Генеральной прокуратуры России. В борьбе за Кубок турнира сошлись команды Татарстана и Генеральной прокуратуры России. В упорной борьбе хозяева одержали победу над соперником со счетом 1-0 и стали обладателем кубка своего прокурора. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. В предстоящие сутки небо прояснится, осадки не ожидаются. Ночные температуры станут ниже, а вот днем температуры стремительно начнут повышаться. По данным сервиса Яндекс.Погода, малооблачная погода без осадков на юго-востоке Татарстана. Ночные температуры около 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность и без осадков. Ночью всего 1 градус тепла, а днем плюс 12. Переменная облачность на севере Татарстана. Ночью около 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Бутасе предстоящей ночью облачная погода.
И небольшой минус около 1 градуса. Днем же ясно и до 14 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном также осадки не ожидаются. Ночью +2. Днем синоптики обещают 15 градусов выше нуля. В центральных районах Татарстана также небо прояснится. Ночные температуры около 0 градусов, днем +13. В последующие дни дожди не ожидаются. Будет солнечно и тепло. Предстоящей ночью в Казани будет пасмурно и прохладно, 0+2. Днем переменная облачность и около 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.